Здравствуйте. На Юргане программа «Открытый разговор» с Сергеем Гапликовым. В нашей студии глава Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликов. Сергей Анатольевич, приветствую вас на Юргане. Приветствую телезрителей. Сергей Анатольевич, по традиции нашей передачи, на связи с нами руководители министерств, некоторых муниципалитетов. В случае необходимости они смогут подключиться к нашей работе по видеосвязи. Наша программа выходит накануне Нового года, буквально через неделю. Новый 2019. По традиции, в конце года принято подводить итоги года уходящего, вспоминать самые важные и главные события, что получилось, что не получилось, понять, почему это произошло. Начну, наверное, с вашего ежегодного доклада, который в этом году был в апреле, и по итогам появились апрельские поручения главы республики. Поручения эти были расписаны между всеми министерствами, ведомствами, там есть ответственные, там есть сроки исполнения. Всего этих поручений 57. Вот сейчас наши телезрители видят, как эти поручения выглядят в инфографике. В принципе, они в открытом доступе, за ними можно наблюдать, смотреть в том числе, как происходит исполнение. Я предлагаю, Сергей Анатольевич, остановиться на нескольких поручениях, на ваш взгляд, наиболее важных, интересных. Что удалось за этот период? Что требует, может быть, пролонгации во времени? А что не удалось? В чем или в ком вы видите причину успехов или неуспехов в реализации этих поручений? Я думаю, что, конечно, все 57 поручений сегодня обсуждать мы не будем. Это достаточно большой пласт соответствующей работы. Но отдельное, как вы правильно сказали, я хотел бы подчеркнуть. Во-первых, это здравоохранение. Конечно, это очень такая важная и нужная сфера для жизнедеятельности любого человека. В этом году, безусловно, появилась и вежливая регистратура в 5 муниципальных образованиях. Что это такое? Это, конечно, в первую очередь качество и доступность, помимо того, соответствующих медицинских услуг. Но и, конечно, не стоять в очереди без нервотрепки, вежливо. Это то, что сегодня уже велением времени необходимо было сделать. Ремонт, хорошее оборудование – это составная часть. Конечно, с каким лицом встречают пациента в клинике и как его обслуживают, это тоже немаловажно. Поэтому здесь не только в крупных городских больницах, но и на селе мы сегодня такую задачу решаем. Конечно, это ФАПы. ФАПы 4 в разных наших сельских территориях. Это тоже говорит о доступности сельского населения к медицинским услугам. Безусловно, это здоровый образ жизни. И я напомню, что в апрельских поручениях был соответствующий объект в Сосногорске. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Вот буквально на днях он принял своих первых посетителей. Это тоже важная история, очень знаковая для Сосногорска. Конечно, не все поручения выполняются в один год. Это есть и длительные поручения, особенно касающиеся инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, общественной инфраструктуры. Здесь нужно остановиться, безусловно, на крупном объекте. Это дорога между Сыктывкаром и Нарьян-Маром. Уже 100 почти километров сделано. Продолжаем дальше работу. И она будет, безусловно, завершена. И, конечно, здесь вопросы, связанные опять же, с Сосногорском железнодорожным вокзалом. Мы с коллегами уже договорились, что объекты в ближайшее время, из которых будет делаться этот вокзал, поступят на стройплощадку. И в январе я, безусловно, приеду, поинтересуюсь, как идет сегодня заплыв в том или ином, так сказать, виде, или это спортсмены или просто посетители, жители Сосногорска в бассейне. И, конечно, посещу площадку строительства Сосногорского железнодорожного вокзала. И, конечно, это вопросы, связанные непосредственно еще и с ремонтом и капитальным ремонтом наших отдельных аэропортов. Это Усинск, это Воркута. Вы знаете, Ухту в этом году мы заканчиваем с помощью нашего партнера. Это тоже большое событие, огромное. Десятилетие детства – это один из стратегических, конечно, наших направлений. Это важный, очень важный проект. Он был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Здесь на 3 года у нас действительно очень серьезный план работы. Здесь достаточно большое количество мероприятий. Их 15 насчитывается, но тем не менее это от выпуска детской литературы и заканчивая обеспечением... Это целое направление, безусловно. И заканчивая это обеспечением в детских садах места для каждого ребенка. А цель какова главная, Сергей Анатольевич? В первую очередь, конечно, это повышение благосостояния семьи, это создание комфортных условий и жизни, и воспитания детей, и, конечно, вся необходимая инфраструктура для их успешного развития. А заложен ли там очень важный момент, Сергей Анатольевич, о котором давно говорят в Республике Коми, о том, чтобы всех детей от дошкольного возраста обеспечить детскими садами? Как я уже сказал, там именно такое направление, чтобы все наши детки, невзирая от возраста, от 2 месяцев до 7 лет, были обеспечены в детских садах, соответствующими местами. И, конечно же, вопрос тоже риторический, но он справедливый. А что
может быть, не получилось. Конечно, не получается в некотором смысле из запланировано. Это тогда, когда нужно переделать проектную документацию ввиду ее качества. Конечно, выигравшие подрядные проектировочные организации не всегда выполняют свои обязательства. А в каких объектах вы имеете в виду, Сергей Анатольевич? Я имею в виду, сейчас два на слуху. Это у нас инфекционная больница. Это, в первую очередь, конечно, та проектная документация, которая была сделана. Она сама имеет не слишком хорошее качество. Ну и потом, пока мы договаривались о выделении средств федерального бюджета, поменялись правила, поменялись требования, что тоже сегодня вынуждает нас переделать соответствующую документацию. Поэтому сроки реализации проекта откладываются. Ну, уже, слава богу, не на какую-то необозримую перспективу, а на следующий год. Я говорю еще и о объекте «Орбита». Конечно, школа огромная, 1200 мест. На сегодня тоже для нас очень знаковый такой флагманский проект. Мы несколько раз меняли подрядчика, не выполняли взятых на себя обязательств. Да, были взысканы неустойки, десятки миллионов поступили в республиканский бюджет, были раскрыты банковские гарантии, но объекта-то нет. Поэтому мы вынуждены сейчас проводить дополнительные мероприятия, процедуры, значит, выбирать нового подрядчика. И я надеюсь и уверен, уже такое поручение есть, чтобы в следующем году, к новому учебному году, этот объект был введен в эксплуатацию. Ну, если так разобраться, то, конечно, по многим вопросам проведен тщательный анализ, действительно разобраны причины, что происходит, как происходит. И, конечно, будут приняты все необходимые меры с тем, чтобы задачи поставлены были выполнены. Сергей Анатольевич, лето 2018 года принято решение о ликвидации шахты «Интауголь». Решение, которое назревало, конечно, давно. Попытки поддержать предприятие на плаву не дали ожидаемого результата. Был создан штаб по ликвидации, который работает до сих пор и будет работать довольно долго. Прошло уже почти полгода после этого важного и ответственного решения. Какие задачи сейчас наиболее актуальны в этом вопросе, как они решаются, и как вы прокомментируете тот факт, что шахта месяц назад, как написано и было сказано, временно, но возобновила работу. Но вначале один вопрос. Почему была выбрана ликвидация, а не банкротство? Ну, вопрос, связанный с выбором той или иной технологии прекращения деятельности предприятия, это, конечно, в компетенции совета директоров. И, на мой взгляд, совет директоров абсолютно обоснованно принял, может быть, непопулярное, но я все-таки должен констатировать честно такое решение. Были проведены оценка финансового состояния, экономических последствий от того или иного варианта. Ну и могу сказать, что банкротство, конечно, оно и по последствиям, и психологически гораздо тяжелее, чем ликвидация. А признаки банкротства все налицо у предприятия. И здесь нужно сказать, что есть несколько факторов. Если в ретроспективу, допустим, нам сейчас заглянуть, это, конечно, вопрос, связанный со стоимостными параметрами самого добытого угля. Технология, доставшаяся предприятию еще с советских времен, она фактически генерирует эта технология убыток. И это 50% от рыночной стоимости. Представляете, да? То есть рыночная стоимость даже на 50% не покрывает себестоимость произведенной продукции. Мы, безусловно, просили, и правительство соответствующим образом нас поддержало, получить необходимый 50-процентный, так сказать, бонус на тариф железнодорожный. Мы его не получили. Сколько бы усилий правительство республики не прикладывало. Льготы не было никакой. Никакой. В этом году, наоборот, произошел рост отдельных предприятий-перевозчиков на 18%, что усугубило экономическое положение предприятий. Ну и потом, обвальное падение спроса. За последние 5 лет многие потребители перешли на альтернативный источник, на альтернативный энергоноситель, на газ. Понятно, что в 2012 году это 2 миллиона, примерно 50 тысяч тонн, а в 2018 году только 335 тысяч тонн. А чтобы предприятие хотя бы вышло на нулевую рентабельность, подчеркиваю, нужно добывать в 10 раз больше. И мы, конечно, не могли оставить предприятие, в беде, не могли бросить, потому что там люди. И, конечно, за многие годы, за особенно прошедшие 3 года, мы в предприятие влили оказываемую поддержку в объеме больше 2 миллиардов рублей. А это больше, чем бюджет Инты годовой. Напомню, что бюджет Инты 1,7 миллиарда. А мы больше 2 миллиардов только одному предприятию помогли. И, конечно, если говорить о том, что предприятие городообразующее, оно помогало городу, я могу сказать, что в 2018 году предприятие по налогам в бюджет заплатило только 4 миллиона рублей. Ну, о какой помощи идет речь?
Конечно, мы помогали и будем помогать городу Инте. И на сегодняшний день у нас объем на 2019 год стоит 1,2 миллиарда. Я понимаю, Сергей Анатольевич, но при этом же республика, несмотря на те, что проблемы, которые были у предприятия, при этом республика активно занималась поиском инвестора. Безусловно. Конечно, и в совокупности все эти факторы, конечно, на сегодняшний день любой инвестор, кому бы мы ни предлагали, проанализировав всю эту ситуацию и оценивая, что ему нужно вложить более 5 миллиардов в дальнейшее существование предприятия, ну, конечно, мы таких не нашли. Вот в этом-то проблема. И поэтому, невзирая ни на что, республика выполняла все необходимые обязательства перед работниками с тем, чтобы социальные, все необходимые их гарантии были реализованы и были соблюдены. Задача штаба сейчас, вот в настоящий момент. После ликвидации, я могу сказать, и после ее объявления, вернее, ликвидации, не было одномоментной остановки предприятия. Предприятие продолжает работать. И вопрос, связанный с тем, что почему оно продолжает работать, я объясню. Потому что нужно выполнить те обязательства, которые были приняты предприятием. Они заканчиваются в 2019 году. Поэтому здесь многие, я не буду их перечислять. А спрос повлиял? То, что появился спрос на... Вот просто зима, и спрос появился на интинский уголь. Ну, удобно же, под рукой. Поэтому то, что было раньше, ну, так сказать, менее оценено, конечно, сегодня оценивается гораздо более так ярко. Почему? Потому что есть угроза. Понимаете? И я подчеркиваю это, именно угроза. И все начинают сразу по-другому думать, сразу по-другому оценивать ситуацию. И это хорошо. Конечно, а деньги куда идут, вот, которые сейчас получает шахта от реализации? В основном деньги, безусловно, идут. Во-первых, на выполнение обязательств перед высвобождаемыми, чтобы обеспечить все гарантии, которые предусмотрены трудовым законодательством. Ну и, конечно, на выплату заработной платы. Но надо отметить, что сегодня ни рубля нет задолженности. Это важный фактор. Два момента, Сергей Анатольевич. Скажите, пожалуйста, означает ли это, что процесс ликвидации прекратился? Или он продолжен, несмотря на то, что шахта работает? И второй момент. А если сейчас, ну, представим себе ситуацию, найдется инвестор, ведь, насколько я понимаю, республика не прекратила эти попытки. Что тогда будет? Ну, во-первых, ликвидация шахта не законсервирована. Да, вы знаете, есть процесс, когда есть целый технический, так сказать, проект, который говорит о том, что шахту больше восстановить нельзя. Сегодня работающее предприятие. Да, оно в процессе ликвидации. Но если в этот момент, в чем мы, конечно, очень заинтересованы, появится инвестор и скажет, я готов, пожалуйста, на сегодняшний день более 700 человек трудится еще на шахте. И, конечно, мы постепенно высвобождаем людей. Мы не гоним эту... Воркута-Уголь помогает в этой ситуации? Часть людей уже работают на Воркуте-Уголь. В следующем году каждый месяц Воркута-Уголь готова по 50 человек принимать. Но это не говорит о том, что только Воркута-Уголь предлагается. Конечно, и другие варианты предлагаются трудоустройства. Более того, часть людей встала на биржу труда или, так сказать, в соответствующий центр в Инте. Вот. Мы занимаемся вопросом поиска. Им предлагаем выгодные для них варианты. Ну и, конечно, переобучение проходит, если требуются новые квалификации, новые знания. Вот как только летом объявили о том, что шахта будет ликвидирована, очень много было информации по поводу создания территории опережающего социально-экономического развития в Инте. На какой стадии сейчас находится этот проект и что это даст городу и жителям этого города? Одна из приоритетных задач, безусловно, перевести Инту в статус территории опережающего социально-экономического развития. ТОСР, это, конечно, сокращенно, да? Да, ТОСР. Это, конечно, есть определенная история, когда новые производства, те, которые зайдут, имеют соответствующие послабления, так называемые льготы по налогу на прибыль и соответствующие страховые взносы. Угу. И здесь, конечно, мы готовы поддерживать не только вновь тех, кто будет организовывать и открывать свои производства, но и действующих, те, кто сегодня работает. Ну, получается немножко несправедливо. Они столько лет работали, платили и были надежными работодателями, и тут вдруг они почувствуют себя немножко ущемленными. Вот хочу всех заверить, что мы всем будем оказывать соответствующую посильную поддержку. Наша заявка принята или она сейчас где-то на рассмотрении? То, чтобы Инта стала ТОСР, вот этой территории? Сегодня заявка находится в Министерстве экономического развития. Соответствующая комиссия должна в ближайшее время принять это решение. Могу сказать, управляющая команда от руководства муниципалитета обучена, все необходимые мероприятия проведены. И решение данного вопроса я хотел бы, конечно, адресовать Ларисе Владимировне Титовец, которую я знаю сегодня на связи. Верно. Лариса Владимировна Титовец на видеосвязи с нашей студией. Лариса Владимировна, здравствуйте. Добрый вечер. Лариса Владимировна, я хотел бы уточнить, ну и, естественно, всем жителям тоже интересно и должны знать, как будут расходоваться деньги, которые республика выделяет на поддержку Инты в бюджетных проектировках и какие сегодня приоритеты стоят у руководства муниципального образования. Сергей Анатольевич, безусловно, без помощи республики Инта бы не смогла жить и существовать. И на 2019 год главный приоритет
сохранения социальных обязательств перед жителями нашего города. И это прежде всего выплата заработной платы с учетом повышенного МРОТ. И на ближние перспективы мы должны обустроить зимник, чтобы в отдаленные села завести уголь, безаварийно пройти осенне-зимний период. Конечно, те программы, которые есть для нас, как для моногорода, они для Инты очень существенны и заметны. Формирование комфортной городской среды. Кстати, хочу сказать, что за 3 года около 100 миллионов потрачено на обустройство дворовых территорий, и это очень заметно стало в городе. И по сравнению с 2018 годом мы получили в 2018 16,2 миллиона рублей по комфортной городской среде, а уже на 2019 это больше 28 миллионов. Мы смогли отремонтировать территории Инты в самом центре, и жители очень довольны. Сергей Анатольевич, я не могу не сказать о том, что та дорога на Южный, которая была отремонтирована, а это 30 миллионов было по вашему распоряжению, указанию, выделено Инте, это сделано. И сегодня это очень и очень заметно жителям нашего города. Хочу уверить, что нет никакого упаднического настроения в Инте. Инта живет своей обычной жизнью. Конечно, мы ждем перемен к лучшему и готовы к этому. На сегодняшний день, если 36 миллионов было выделено на капремонт многоквартирных домов, то уже на будущий год мы получаем 54. Тот грант, который мы выиграли по зимней уборке, 14 миллионов, нам тоже позволил заметно сделать некоторые проекты. И Инта на будущий год отмечает 65 лет. Так вот, 23 года не было в Инте кинотеатра. И в год культуры 5 миллионов, которые были нам выделены, они позволили нам 14 числа открыть кинотеатр. Люди в восторге, потому что жизнь в Инте, она должна быть очень комфортной. Ну и, конечно, та национальная спортивная премия, которую мы получили, и нам помогала вся республика. Сергей Анатольевич, у меня, не скрою, в студии Ирина Викторовна Артеева, которая, Здорово. собственно говоря, можно я ее приглашу? Конечно, конечно. Тебе слово. Добрый вечер, Сергей Анатольевич. Добрый вечер, зрители. Нам очень приятно, что эта премия находится в городе Инта, но без поддержки нашей республики нам бы это не удалось сделать. Поэтому огромная благодарность всем жителям республики за то, что данный приз находится в городе. И хочу вам сказать, что данный приз, данная премия будет использована на приобретение спортивного оборудования для приема нормативов ГТО по легкой атлетике, которое необходимо нам в городе. Мы рады за то, что премия есть, и огромное вам спасибо. Ирина Викторовна, я видел в прямом эфире церемонию вручения вам этой награды, действительно заслуженной премии. И мне действительно очень приятно, что интинцы в очередной раз доказали всей стране, что они спортивные, что они действительно умеют побороться за честь своего города. И, конечно, тот результат, который вы добились в целом, он, конечно, очень для нас позитивный с точки зрения примера. Я очень бы хотел всех еще дополнительно поздравить. И вообще рад, что сегодня такие изменения происходят. И то, что сегодня говорила Лариса Владимировна, то для нас это тоже очень существенные изменения именно в Инте. И хотел бы, Ирина Викторовна, вас спросить, есть ли нерешенные вопросы непосредственно по вашему учреждению? Какие есть проблемы? Давайте обсудим. Сергей Анатольевич, есть одна проблема. В наше учреждение, в бассейн, очень много ходит людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья. И вот именно подъемник для плавательного бассейна, чтобы было комфортно их в чашу бассейна, как говорится, опустить, и потом с чаши бассейна поднять, вот это было бы очень хорошей поддержкой, и мы были бы благодарны за этот подъемник, Сергей Анатольевич. Хорошо. Я думаю, что я, безусловно, дам такое поручение, и мы изыщем возможность решить в следующем году эту проблему с соответствующим подъемником для инвалидов. Я себе записал обязательно. Спасибо.
Значит, Владимировна, я хотел бы еще раз обратить ваше внимание и попросить неустанно каждый день отслеживать ситуацию, связанную с прохождением зимнего отопительного сезона. Мы с вами много решили вопросов, в том числе и оптимизацию схемы в этом году провели. Она действительно показала свою эффективность, но тем не менее обеспечение необходимым ресурсом, углем, тепловой компании, конечно, источников всех, которые она обслуживает, с тем, чтобы отопительный сезон прошел в штатном режиме. Да, конечно, Сергей Анатольевич, я это делаю непременно в ежедневном режиме, и это для нас самое главное. Спасибо. Кстати, Сергей Анатольевич, Лариса Владимировна Титовец отметила, что проходили приличные работы в ИНТЕ по программе формирования современной городской среды. Эти работы проходили не только в ИНТЕ, по всей республике. Я хотел бы, чтобы телезрители еще раз посмотрели на нашем экране. Сейчас видны объекты, которые заметно преобразились за это лето. Это стало заметно. Конечно, во многом успех этой программы зависит от активности самих горожан, от руководства муниципалитетов. И тем не менее, как вы оцениваете результаты? Может быть, кого-то можно выделить? И что надо учесть в следующем году? Что-то, может быть, не получилось? Ну, я должен, конечно, сказать, что программа, которую мы реализуем, она уже реализуется у нас второй год, действительно дает свои результаты. Самое важное в этом, что жители действительно поверили, и они действительно почувствовали, что это нужно в первую очередь им. Они сами выбирают те объекты, которые нужно благоустраивать. Это важная история. Несколько цифр. У нас территорий в 2017 году было 117 в 5 муниципальных образованиях. И в этом году 152. Географию мы расширили. То есть 1,5 раза? 1,5 раза мы увеличили соответствующий охват. Сейчас ведь есть национальный проект «Жилье и городская среда». Жилье и городская среда. Мы входим туда, и будут ли дополнительные средства? Да, это у нас будут дополнительные средства. Мы туда входим, заявки получены, и решение этих вопросов действительно будет значительно увеличено. К примеру, приведу пример, что это в следующем году 422 миллиона. Это значительно в 2 раза больше, чем в предыдущие годы, и в частности в этом году. Что не устраивает вас, Сергей Анатольевич? Что где не дорабатываем? Есть моменты, конечно, об этом надо говорить откровенно. В некоторых случаях, конечно, надо быстрее руководителям администрации, в целом ответственным работникам, работать по заключению таких договоров, по выполнению тех проектных решений, которые были отобраны. Конечно, делать все в сезон, стараться делать качественно, чтобы потом наша общественная палата в рамках проекта «Общественный контроль», ЖКХ-контроль, конечно, им не задавала ненужных вопросов. Это нормально, это естественно. Мне импонирует позиция нашей общественной палаты. Новый состав избран, работа продолжается активно. И мне хотелось бы, чтобы они тоже понимали, что это делается исключительно для пользы наших жителей и, конечно, для их комфортных условий. Есть еще очень важный момент, Сергей Анатольевич, на мой взгляд. Вы знаете, когда сданы площадки, не знаю, спортивные площадки, в этом году там где-то около 10 площадок было новых, там спортивные сооружения появились и так далее, ленточку перерезали, там, например, и забыли. Вам не кажется, что пора обращаться уже внимание на те площадки, которые были сделаны год-два ранее, чтобы за ними следить? Чтобы они были в порядке. Я согласен с вами, Евгений Семенович. Но тут надо отметить следующее, что мы добились в этой работе. Реально в этой работе происходит непосредственное вовлечение самих жителей. Они еще и следят за тем, чтобы эти проекты, эти объекты были созданы с соответствующим качеством. Это еще общественный контроль. И, конечно, они их отбирали. И, конечно, они хотят, чтобы как можно дольше этот объект существовал. И, конечно, они относятся совсем по-другому к его использованию. И здесь тоже важный фактор. А вот с проектом формирования городской среды очень взаимосвязан, на мой взгляд, еще один проект, который даже был отмечен на российском уровне. Называем его «Народный бюджет». Там есть инициативное бюджетирование, проще «Народный бюджет». Сами жители предлагают проекты по улучшению качества жизни вокруг, получают на это средства, контролируют их исполнение, привлекают даже предпринимателей. Какие районы, вообще, кстати говоря, даже бюджеты, говорят, увеличиваются по этому поводу. Какие районы вы можете отметить, от кого или от чего зависит успешность и неуспешность этих проектов? Просто активность жителя, что он решил. Или, может быть, руководители должны быть поактивнее. И еще очень важный момент. Этот народный бюджет каждый год увеличивается. Будет ли увеличение в следующем году и какое увеличение ждать? Вы действительно правы. Мы с 2016 года в инициативном порядке вошли в соответствующий проект на федеральном уровне. Вы сказали уже, это инициативный бюджет или народный бюджет по-простому. И, конечно, в этой ситуации я хочу сказать, что мы уже видим соответствующие результаты. В прошлом году у нас
в этой части было действительно достаточно много сделано. Ну, назову несколько цифр. Да. Значит, если говорить за 2 последних года, то реализовано 268 народных проектов. Значит, это не 1, не 2, не 10, 268. По всей республике? Да, по всей республике. Конечно, сумма финансирования составила 113 миллионов рублей. Но что важно? Что важно? Это за 2 года 113 миллионов рублей. Но что важно? Что 10 миллионов дополнительно из этих средств были вложены самими участниками, то есть жителями и отдельными индивидуальными предпринимателями. То есть люди поверили в эту историю, люди стали софинансировать, значит, эти проекты. И, конечно, в большей степени заинтересованы в том, чтобы эти проекты были более масштабные и отвечали тем требованиям времени, которые сегодня, жизнь так или иначе все равно перед нами ставит. А какие-то экономические задачи ставите в данном случае? Например, не знаю, увеличение количества рабочих мест? Или это не главное в данном случае? Вы прям в точку смотрите, Геннадий Семенович. Конечно, за последние 2 года десятки рабочих новых мест были созданы. Жители те, которые сегодня, к сожалению, в части определенной, может быть, не имели возможность трудоустроиться, вот в рамках этого проекта получили такую возможность. Это тоже очень важная социальная составляющая. И здесь, безусловно, я хотел бы сказать, что есть не просто, как вы сейчас говорите, да, кто в этом заинтересован, кто должен проводить соответствующую работу, да, кто должен проявлять инициативу. А здесь обоюдно, вместе. Здесь и муниципалитеты, безусловно, и руководство должно более активно вовлекать население в эти процессы, показывать все стороны положительные и позитивные для реализации этого проекта. Ну и, конечно, сами граждане. Но мне хочется привести пример. У нас есть такие примеры. Вот я, честно говоря, сам даже, готовясь к передаче, отметил ряд таких инициатив. Вот Любовь Тутринова из Выльгарта, она создала частный детский сад. И он сегодня не просто стал местом, куда дети приходят, да, и проводят определенное время, а это целый семейный центр. Там есть и фитнес-зал, там есть и зал тренажерный, там и соответствующие технологии разработаны, и создана целая лаборатория для того, чтобы выявлять определенные развивающие возможности у детей. Это, конечно, очень важно. Хотелось бы, чтобы таких инициатив было гораздо больше. И я с ней общался. Мы проводили форум социальных инициатив. Мне очень понравился ее подход. Она поделилась определенными своими наработками. Это очень здорово. А мне, знаете, что больше какой проект понравился? Если я очень скажу мне мнение, это в Зеленце. Да, они там не просто это там где собрались и свалки. Да. 21 свалка актуальна. 21 свалка. Люди сами уже, знаете, просто сказали: стоп, нет, хватит уже вот в таком варианте, жить, давайте почистимся. Сергей Анатольевич, могу сказать, что вы достаточно требовательный руководитель, все это видят, это понятно. Но накануне Нового года, может быть, назовем передовиков, глав районов, которым сказать: вот спасибо за работу в данном направлении. Есть на которых равняться может? Знаете, вы правильно сказали. Вот, допустим, благоприятная среда, обустройство и народный проект, они где-то перекликаются и пересекаются. Понятно, да. Как в одном проекте работают, так и в другом. Поэтому это все те же. Это и Сысола, это и Усть-Кулом, Карткирос и другие территории. Но в основном, Прилузи надо отметить, тоже очень активно в этом процессе продвигается. Конечно, не дотягивают ряд муниципальных образований. Хотелось бы, чтобы они подтянулись. Но, тем не менее, надо сказать, что этот процесс такой, набирающий обороты. И в следующем году мы, безусловно, на народный проект выделим в 2 раза больше денег. Сколько это будет? Выделим 91 миллион. Сергей Анатольевич, двигаемся дальше. Осень. Осень – это пора урожаев. Как отработало сельское хозяйство в республике в этом году? Что удалось? Что в задачах на перспективу? И очень важный вопрос, как решается кадровая проблема населения. Имея в виду, конечно, не только специалистов сельского хозяйства, агрономы, ветеринары и так далее, но и, конечно, учителя и врачи. Я напомню, что мы соответствующие итоги года подводили на большом мероприятии в рамках чествования сельчан по итогам года. Там были все цифры, все соответствующие результаты. И зампредседателя правительства Анатолий Пантелеимович Князев докладывал поэтапно со всеми, выводами. Но остановлюсь на некоторых важных. Конечно, мы увеличили в 2 раза сбор урожая картофеля. Это очень важно. Сегодня на 70% мы сами себя обеспечиваем. Да, понятно, что увеличился сбор после наших соответствующих, не сбора, а надоя молока. Мы, конечно, многое сделали для этого и продолжаем это делать. Но самое важное – увеличилось качество. И оно сегодня действительно очень высокое. Это позволило нам сохранить соответствующие субсидии на 1 литр молока.
чем мы поддержали сельчан и, конечно, уберегли многие предприятия просто от разорения. Это честно, абсолютно. И здесь мы действительно видим результаты своей работы. Здесь вопрос еще и в другом, что, конечно, многие сегодня берут на себя ответственность, ставят соответствующие перед собой планы. И здесь, конечно, производство молока, оно не может быть без современных коровников, без соответствующих комплексов. Выделю Каркировский район и предприятие «Северная Нева». В этом году они начали реализовывать большой животноводческий проект строительства комплекса на 540 голов. Это действительно проект уникальный, и они верят в перспективы, в будущее мы будем поддерживать. Ну, это, согласитесь, что такие серьезные достижения. Я уж не говорю о предыдущих годах, когда и на 1500 было голов, так сказать, в Прилужском районе, да, в других территориях. Угу. И отдельные маленькие, от 100 до 200, до 250, это тоже практически массово сегодня происходит. Конечно, это обновление техники. 130 единиц. Это трактора, это соответствующие механизмы и так далее. Все, что сегодня требуется на селе. Это, конечно, субсидирование, это компенсация затрат и так далее. В следующем году приняли решение о том, что это будет принципиальная техника, которая будет работать в качестве мелиорации. Для мелиоративных работ. Нужно все больше земель сегодня пускать все в оборот. Здесь тоже будем субсидировать. 70% техники будем субсидировать. То есть, если покупаешь технику мелиоративную, 70% бюджета? 70% стоимости Понятно. Мы будем покрывать из бюджета. И, конечно, здесь нужно говорить о том, что на сегодняшний день у нас есть вопросы, связанные с поддержкой и других направлений. Ну, например, в следующем году по 204 указу будут субсидироваться, значит, и поддерживаться фермеры, которые вступили в кооперативы. Это тоже кооператив, это иные возможности, иные, так сказать, совместные усилия. Ну и, конечно, совершенно другой результат. Мы увеличили гранты, мы увеличили соответствующую поддержку индивидуальных сельских тружеников. И, конечно, здесь масса других тем. Ну, и, конечно, кадры. Понятно, что без кадров очень сложно на селе. Конечно, здесь поддержка. От 500 – это специалисты, до 300 тысяч – это рабочие. Ну, конечно, и тех, кто на селе ждут. Это врачи, это учителя. В этом году 11 врачей приехало на село. А это от 100 тысяч до миллиона, соответствующая тоже финансовая поддержка. 47 учителей. Но здесь нужно сказать, что у учителей и ставка выше, чем в городе, на 25%. И, конечно, субсидируем затраты на жилье, но и другие возможности, которые сегодня мы используем с тем, чтобы все-таки людей заинтересовать работой на селе, особенно молодых. Сергей Анатольевич, несколько слов о крупнейшем нашем сельхозинвестпроекте. Это Сосногорский тепличный комплекс. А вот телезрители видят кадры вашего посещения объекта в июле этого года. Вы тогда сказали, выразили уверенность в том, что объект будет высокотехнологичным, современным, будет сдан срок. Строители даже говорили о том, что в этом году, так скажем, в тестовом режиме будет уже, так скажем, образец первой продукции. А в какой стадии Сосногорский тепличный комплекс сейчас и все ли идет по плану? Ну, вы знаете, что изначально проектом и графиком реализации были заданы очень высокие темпы строительства. На самом деле, такие объекты, ну, исходя из моей практики строительной, они строятся гораздо дольше. Но здесь и время жалко, ну, и на самом деле хотелось реализовать гораздо быстрее, чтобы проект, конечно, уже в определенном смысле вышел на окупаемость. Есть несколько причин отставания, они объективные. Еще раз говорю, график был очень напряженный, и темпы были очень такие, знаете, ну, действительно краткосрочные, заданные. Значит, ну, во-первых, короткий световой день. Строили в основном ночью. Сами знаете, у нас зимой световой день короткий. Конечно, заболоченная местность. Нужно было очень много сделать для того, чтобы почва была устойчивая. Ну, и потом, все-таки, это важная защита будущих растений от попадания. Там даже, по-моему, писали о том, что проект пришлось переделать в связи с заболоченностью. Были проблемы? Были элементы, которые необходимо было внести в проектную документацию. Понятно. Да. Ну, и, конечно, получение сертификата на оборудование импортное из-за пресловутых санкций. Здесь тоже задержка определенная. Понятно. Но сейчас, насколько я знаю, Антон Пантелеймонович там был, мне докладывал, что объект готов на 80%. Я переживал с тем, чтобы в зиму вошли с теплом, чтобы, понятно, наш снежный покров, он достаточно значительный зимой. И, конечно, там огромные площади под стеклом, чтобы, не дай бог, ничто не завалилось, как говорится, не разрушилось. Да. Значит, сегодня уже тепло пущено. Что касается в этом году посадить, ну, есть технология определенная. Поэтому, конечно, будем ждать следующего года. И уже урожай следующего года, я думаю, абсолютно реален. Таких объектов в стране, ну, очень немного. А на севере он один.
на сегодняшний день. Я очень рад, что мы сумели, невзирая ни на какие погодные условия, природные темы, санкции, все-таки реализовать этот проект. Здесь, конечно, и инвестор помог, и вся соответствующая тема, которая, безусловно, была реализована. Ну, и наша помощь, и постоянное там участие в этом проекте Анатолия Пантелеймоновича и его личный контроль тоже дали свой результат. И я, безусловно, знаю, что Анатолий Пантелеймонович сегодня у нас на связи. Анатолий Пантелеймонович, приветствую вас. Хотел бы уточнить, как обстоят дела сегодня со стройкой, какие есть проблемы, есть ли нерешенные вопросы, что с кадровыми делами, что с подготовкой, оборудование совершенно уникальное, новое. Конечно, нужны специалисты. Как в этом обстоят тоже дела? Поясните, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Сергей Анатольевич. Я думаю, что вы помните, год назад, 7 декабря, с вашим участием на данной строительной площадке мы забили первую сваю. Конечно, после этого проделана огромная работа. Огромная работа. Забили, во-первых, больше 2000 свай на этой площадке. Подняли корпус теплиц. Остеклили. Стекла только ушло туда больше 100 тысяч квадратных метров. Потом запустили мы энергоцентр. И хочу доложить, что через год ровно, 7 декабря, мы подали тепло в теплицы, и на сегодня все теплицы обогреваются. Растопили снег с крыш теплиц, там сейчас все светло, все входит в такой рабочий режим. Остались внутренние работы, это именно подготовка капельного полива. Остались наружные работы, это благоустройство территории. Остались работы еще по монтажу и запуску газопоршневых установок, где будет вырабатываться электроэнергия. Это процесс тоже он не такой быстрый. Но, тем не менее, в марте месяце мы хотим уже запустить наш тепличный комплекс в неком тестовом режиме. Необходимо будет уже набирать кадры, овощеводов для этого. Но, тем не менее, мы чуть раньше хотим набрать людей. Мы уже имеем кандидатов, их более 130 человек. 52 из них прошли обучение в нашем агротехникуме. Это сделано при поддержке Министерства труда и занятости. Далее мы уже после Нового года хотим часть работников взять некие подсобные работы внутри теплиц. Самые главные работы завершены. Проблемные темы на сегодня все разрешены. И уже мы без опасения, без больших рисков намерены в таком плановом режиме запуститься в работу и уже иметь первую продукцию в конце 3-го квартала 2019 года. Хорошо, я понял то, что в принципе все под контролем, но хотел бы, чтобы этому проекту было уделено дополнительное внимание. Все вопросы, которые мы обговорили, они стояли на контроле, и все реализовывалось в графике. Спасибо. Итак, Сергей Анатольевич, ноябрь. 1 ноября республика начала так называемую мусорную реформу. Появился единый регоператор по обращению с твердыми бытовыми отходами. Это компания «Ухта-Жилфонд», которая прошла специальный конкурс и выиграла его. Оператор отвечает за сбор отходов, транспортировку, переработку и захоронение. Был установлен единый тариф для населения по обращению с отходами. 165 рублей – это многоквартирные дома, и чуть ниже для тех, кто живет с печным отоплением. Вы поставили задачу тариф пересмотреть в сторону понижения через некоторое время. Что и было сделано. Сейчас тариф 115 рублей. Какие цели вы, как глава республики, ставите перед правительством в этой работе, в этом вопросе? И главное, чего ждать жителям республики от этой вот самой мусорной реформы? Ну, надо напомнить, что мусорная реформа, так называемая, она реализуется не только в республике Коми, а с 1 января 2019 года она будет реализовываться по всей стране, да, в каждом субъекте Российской Федерации. За это время необходимо было сделать соответствующий расчет тарифа, утвердить соответствующую схему с обращениями коммунальных отходов в регионе и, конечно, выбрать соответствующего регионального оператора, что было и сделано. Тариф был установлен именно расчетным путем с точки зрения тех данных, которые были представлены рекоператором на конкурс. Почему не с 1 января, а с 1 ноября? Для того, чтобы как раз в действительности отработать всю схему, все нюансы, которые входят в том числе и в экономическую составляющую по расчету тарифа.
Могу сказать, что сегодня тариф экономически обоснованный, утвержден. Он, конечно, как вы правильно сказали, раскладывается в том числе на плату населения по определенным, так сказать, платежам, как вы сказали, у тех, у кого есть, кто живет в многоквартирных, да, и отопление, кроме печного, и те, кто сегодня, к сожалению, пока еще с печным отоплением. И здесь надо сказать, что были отработаны все нюансы, были разделены соответствующие потоки, был учет тех, кто производит этот тариф, были разделены и крупногабаритные, и те другие фракции. Опять же, вопрос, связанный с транспортировкой. В тарифе 88% это транспорт. Подчеркиваю. Почему? Зададите вопрос, я отвечу. Потому что 350 несанкционированных свалок. И раньше возить особо далеко не надо было. А сейчас только 10. 10, которые сегодня соответствуют всем требованиям. И они в 9 муниципальных образованиях из 20. Поэтому, если мы из Устцильмы везем на полигон в Ухте, а это ни много ни мало 500 километров, поэтому, сами понимаете, что на сегодняшний день эта составляющая существенна. Поэтому рекоператор, конечно, должен применить в ближайшее время все имеющиеся возможности, в том числе переработку, в том числе сортировку, и в том числе, конечно, заняться вопросами более глубокой переработки тех отходов, которые сегодня не нужно будет далеко возить, и нужно будет тратить такие соответствующие Можно средства. сказать, Сергей Анатольевич, что вот это вот создание, в том числе, вот этих вот центров переработки, да, переработки, значит, когда мы сможем отделять, наконец-то, отдельно стекло, пластик и так далее, одной из целей вот этой самой мусорной реформы, навести порядок в этом? Или это пока долгоиграющая история, очень далекая перспектива стратегически? Нет, это, безусловно, одна из целей. Еще одна из целей – это все-таки ликвидировать тот самый накопленный экологический ущерб, который в 350 сегодня в 350 свалках находится. Безусловно, создать возможность более глубокой переработки. И вы знаете, указом президента 204-м были установлены соответствующие ориентиры, да, и четкие закреплены показатели, которые нужно достигнуть. Это 60% всего ТКО переработать. А сейчас? А сейчас 7. Всего лишь 7. Ну, и задумайтесь, да, какой, в принципе, на сегодняшний день, да, может быть выхлоп, если мы будем применять все эти технологии, которые нам позволят, в том числе, да, и в частности рекоператору, наверное, и снизить в перспективе еще тариф. Но сегодня, как вы правильно сказали, все эти действия, все эти расчеты, все эти оценки, но и действительно вопросы, связанные от места непосредственно сбора до места, где он будет храниться, этот мусор, да, соответствующие транспортные пути и логистика, они как раз и дали нам возможность снизить тариф на 30%. Это не то, что там изначально мы установили один тариф, а потом мы, извините, почему-то вот решили установить там на 30% ниже. Да. Но это, конечно, неправильно. Да? Как говорил известный герой, это волюнтаризм. Вот этого точно не было. Это был четкий расчет. Поэтому мы на 2 месяца раньше запустили схему. И поэтому действительно с 1 ноября будет пересчет соответствующего тарифа за сбор, вывоз и утилизацию твердокоммунальных бытовых отходов. И он составляет на 1 кубический метр 883 рубля. Единый тариф. Да, единый тариф. Да. Да. И надо сказать, что для наших граждан установлена плата, средневзвешенная плата, одна из самых низких в стране. А для сельчан самая низкая. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то предусмотрены меры социальной поддержки? Вопрос очень важный, поднимается телезрителями довольно часто. Все меры социальной поддержки, те, которые относятся непосредственно к льготным категориям, в рамках оказанной помощи платежей на жилищно-коммунальные услуги, они также будут сохранены, и соответствующие тарифы также будут субсидироваться. Сергей Анатольевич, в продолжении темы хотелось бы, чтобы вы прокомментировали слухи о том, что у правительства республики были планы по ввозу мусора из Москвы. И якобы инициативу перехватил Архангельск, и только поэтому мусор перевозят туда. Ну, во-первых, это только слухи и домыслы. И ничего с реалиями они не имеют в действительности. Мы никогда об этом не заявляли, и нам бы разобраться со своим мусором. У нас его достаточно, и сегодня, как я уже сказал, соответствующая схема реализуется, и еще она далека от совершенства, а должна работать как часы. У нас за работу в правительстве по обращению с ТКО отвечает заместитель председателя правительства Лазарев Константин Григорьевич. Я знаю, что он сейчас на связи. Давайте его послушаем. Да, Константин Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день. Вы нас слышите, пожалуйста. Сергей Анатольевич, прошу вас. Константин Григорьевич, приветствую вас. Я хотел бы уточнить, как сегодня организована работа по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных бытовых отходов, как ведется работа с рекоператором, какие вопросы есть нерешенные, что нужно еще за это время успеть решить, чтобы с 1 января все вопросы были решены. Ну и как организована работа с населением. Пожалуйста. Сергей Анатольевич, хотел вам доложить, что весь перечень необходимых мероприятий в соответствии с требованиями 89-го федерального закона в республике в полном объеме выполнен. На сегодняшний день выбран региональный оператор, который с 1 ноября к своей работе приступил. За текущий месяц мы имели ряд обращений по качеству работы регионального оператора, но сами эти обращения, их количество было не выше, чем в предыдущие периоды времени, когда у нас еще регионального оператора не было. С 1 декабря мы начали выставление квитанций гражданам и юридическим лицам по той цене, которую вы уже сегодня озвучили. Ряд проблем все же существует. Мы их в текущем режиме с региональным оператором согласуем. Это прежде всего тот вопрос, как работать с юридическими лицами, каким образом определять количество отходов, которые будут вывозиться либо по факту, либо по нормам накопления. Этот вопрос с нами прорабатывался вместе с Министерством образования, Минздравом и другими ведомствами. В ближайшее время, значит, эти вопросы будут все отработаны, и дополнительные разъяснения будут даны юридическим лицам. Что касается работы с населением, то мы подготовили ряд информационных материалов, провели довольно большое количество семинаров с руководителями управляющих компаний. 19 декабря была проведена встреча по инициативе депутатов Государственного совета с привлечением заинтересованных организаций, чтобы мы могли еще раз довести информацию по самой реформе, о тех мероприятиях, которые во время нее будут проводиться. Также на это мероприятие приглашены сотрудники Министерства природных ресурсов Республики Коми. Дополнительно мы определили, что 21 декабря провели еще одно совещание со всеми уже главами муниципальных образований, депутатами Государственного совета, с привлечением иных организаций, еще раз пройтись по всем вопросам, которые возникают у нас по результатам исполнения реформы ТКО в республике. Понятно, Константин Григорьевич. Вопросов действительно много. Тема непростая, она давно назрела, накопилась. Ряд нюансов, которые мы выявили в процессе тестового режима отработки всей схемы, они тоже нам понятны. Поэтому прошу вопрос держать на контроле, усилить разъяснительную кампанию. И, конечно, вопросы с договорными отношениями, они тоже должны быть завершены и решены непосредственно перед запуском схемы в полном объеме до 1 января 2019 года. Понятно, Сергей. Спасибо. Итак, 1 ноября решение о начале, по сути, мусорной реформы в республике, а в конце ноября было принято решение об увеличении почти в 3 раза минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Он был у нас, на самом деле, одним из самых низких в стране. Почему это было сделано и что это в итоге даст жильцам? Напомню, что он был установлен еще в 2013 году, и за это время он только индексировался. Никак он не повышался. Это меньше 3 рублей. Результат следующий, что за 3 года нам удалось отремонтировать только 400 домов. Значит, вы говорите, он повысился в 3 раза, но если на сегодняшний день обратиться к методике, которую утвердил Минстрой, то по их рекомендациям он должен был увеличиться от 17 до 30 рублей. И если в этой ситуации брать наш тариф, то он от 7 рублей до 9 с копейками, в зависимости от того, где ты живешь, в какой местности, в каком доме. Вы сказали, 400 домов, Сергей Анатольевич, за 3 года было отремонтировано, а в программу до 2043-го. Сколько в программе всего? В 2043 году мы должны были бы из наших планов отремонтировать 7 тысяч домов. И я вам могу сказать, что каждый 3-й дом, который нуждается в ремонте, он за всю эту историю не был бы отремонтирован. Если сейчас... Геннадий Семенович, мы себе могли бы это позволить разве? Конечно, нет. Поэтому, да, изучив всю ситуацию, определив все соответствующие возможности, в том, что, как я и сказал, возможность уплаты таких, значит, тарифов, да, или платы за капитальный ремонт,
И пользуясь тем, что ко мне неоднократно обращались жители, когда они видят, что дом, который стоит рядом, отремонтирован, а они, извините, из 3 домов живут не в отремонтированном, и у них срок там 30-й, 35-й, 40-й год, ну, знаете, не каждому там, удобно, наверное, да, и комфортно такие вещи ощущать. Поэтому, конечно, мы с ними проговорили, были действительно дискуссии на эту тему, обсуждения, и жители меня сами просили. Ну, давайте, если нет другой возможности, давайте уже, если мы действительно видим, что это качественно ремонтируется, давайте сделаем, расширим, больше возможностей необходимо сегодня. Поэтому было предложено, значит, вот такое повышение. Я могу сказать, что этот тариф все равно остается одним из самых низких в России. Что он но даст каждый год, вот введя этот тариф, мы сможем ремонтировать уже больше 200 домов. Это ежегодно? Ежегодно. Это, сами понимаете, что, в общем-то, в 3 раза от того, что мы делали до этого. Сергей Анатольевич, еще один крупный проект, о котором было объявлено в этом году. Мы получили право на проведение чемпионата мира по бенди 2021 года. Весной было объявлено, что есть планы у крупного инвестора построить большой ледовый дворец в Сыктывкаре, в котором, собственно, и пройдут матчи этого чемпионата. Через несколько месяцев инвестор объявил о том, что он не будет строить этот ледовый дворец. И тем не менее, пройдет в Сыктывкаре в 2021 году, оговоренных сроках. Ваша позиция по этому поводу и какие решения уже приняты для реализации плана подготовки чемпионата? Я знаю, он давно уже сформирован и есть уже ответственный по этому плану. Подготовка к чемпионату идет в плановом режиме. Да, безусловно, вы были правы. Мы хотели, конечно, сделать гораздо больше. И такие планы были зафиксированы в обязательствах республики. Строительство нового ледового дворца. Ну, скажем так, не инвестор, а участник частно-государственного партнерства. Все-таки это немножко другая составляющая. Вот. Изъявили желание нам помочь в этом плане, вложить средства. И после оценки своих возможностей и того, что они, в общем, не успеют в срок реализовать этот большой проект, а это на минуточку больше 4,5 миллиардов рублей, они отказались. В результате, к сожалению, мы потеряли время, тоже, что очень ценно. Но, тем не менее, как и написано в условиях проведения, мы должны предоставить 2 ледовые площадки, а это 2 больших ледовых арены, которые на сегодняшний день, по нашей оценке и согласованию с Международной Федерацией, являются это наш действующий стадион и запасное поле. Безусловно, мы проводим сегодня оценку техническую, были приглашены технические делегаты, была проведена соответствующая большая работа, внесены изменения в регламент проведения, в соответствующие технические условия проведения. С нами, с нашими доводами согласились организаторы, за что им огромное спасибо. И нам позволили, разрешили проводить этот чемпионат на открытых площадках, сместив срок проведения с февраля на конец марта. Здесь, конечно, наши обязательства, они должны быть реализованы. В следующем году мы выделяем 50 миллионов рублей на проектно-сметную документацию. И сегодня уже оперативно проводим соответствующую оценку, кто бы, безусловно, мог выполнить соответствующие работы. Конечно, нам бы хотелось бы новый дворец, вместительный, многофункциональный, с тем, чтобы можно было проводить и другие мероприятия, в частности, ВДНХ проводить во время Дня Республики, и концертные программы для звезд. Но время вносит свои коррективы, учитывая сегодня планы и задачи по реализации стратегического указа президента, а это ремонт, строительство новых школ, больниц, детских садов, инфраструктуры инженерной, конечно, в первую очередь требуются средства. Поэтому здесь мы пошли, может быть, скажем так, по бюджетному варианту, но наиболее оптимальному, тем не менее, не уменьшив и не ухудшив качество будущего проведения чемпионата. И, конечно, нам еще предстоит на время реконструкции предоставить возможности для тренировочного процесса и команды «Строитель», чем мы сейчас занимаемся, чтобы ни в коем случае не сбить их график выступления, в том числе и в лиге. И, конечно, для наших воспитанников, наших спортивных школ, что тоже очень важно. Напомню, что у нас ежегодно эти объекты посещают от 800 до 1500 ребят. Это очень важно для нас. Я знаю, что у нас на связи министр спорта Николай Михайлович Бережной. Давайте ему зададим вопрос. Николай Михайлович, добрый день. Добрый день. Я хотел бы уточнить, на какой сейчас стадии находится работа, связанная с оценкой и предварительными расчетами
в смете и в проработке проектных решений, и как оно будет реализовываться, с какими этапами. И хотел бы, чтобы были особо обращены ваше внимание на те риски, которые, к сожалению, возникают в таких мероприятиях, а это особенно подрядчики, их обязательства, выполнение, ну и соответствующие вопросы финансирования. Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые телезрители, после подписания дополнительного соглашения с Международной федерацией хоккея с мячом, которое дало возможность республике проводить игры чемпионата на открытой ледовой арене, было подготовлено соответствующее техническое задание на проектирование реконструкции республиканского стадиона в городе Сыктывкаре. В работе активное участие приняли представители Федерации хоккея с мячом России. Более того, хочу сказать, что несколько дней назад официально согласовала представленный проект технического задания на реконструкцию Международной федерации хоккея с мячом. Мы находимся сейчас на финишной, скажем, части дистанции. И к Новому году мы должны закончить формирование технического задания на проектирование. Также хочу сказать о том, что у нас в Республике Коми принято распоряжение правительства Республики Коми, которым определен состав организационного комитета, определены ответственные лица по основным направлениям подготовки к чемпионату. Также необходимо отметить, что этим распоряжением утвержден план республиканских мероприятий по подготовке к чемпионату, и в настоящее время идет выполнение поручений 100% по графику, утвержденного этим планом. Также мы дополнительно прорабатываем вопрос, и он будет стоять у нас, о переводе учащихся спортивной школы в другие места занятий. Мы планируем к концу первого квартала иметь такую практическую информацию, чтобы своевременно проинформировать родителей, детей, тренеров, администрацию школы, где они будут заниматься на период реконструкции стадиона. Да, Николай Николаевич, это важно, потому что, помимо того, что могут возникнуть определенные, так сказать, неудобства, нужно объяснять всем, и нужно помнить с тем, что это вопрос, безусловно, улучшения качества инфраструктуры и предоставляемой услуги. Конечно, давно назрела такая задача выполнить соответствующие реконструктивные работы на этом стадионе. Он легендарный. Последняя, действительно, феерическая победа нашей сборной молодежной, которые стали чемпионами мира, мы были все этому свидетели. Конечно, хотелось бы, чтобы такое же точно успешное выступление на обновленной арене в Сыктывкаре было и нашей сборной во время проведения чемпионата мира 2021 года. Спасибо, Николай Михайлович. Держите вопрос на контроле. Если будут возникать определенные вопросы, сложности, пожалуйста, докладывайте своевременно. Сергей Анатольевич, 31 декабря завершается год культуры в республике и год добровольца. Как вы оцените ход и результаты этих тематических годов в нашей республике? Мы на протяжении целого года информировали жителей республики о тех достижениях, результатах, о тех проектах, которые мы вели в рамках года культуры в республике. Понятно, что это только часть тех проектов, которые мы будем дальше продолжать развиваться. Несколько цифр. За 2 года финансирование сферы культуры увеличилось в 2 раза. Если брать год назад, то это был 1 миллиард рублей, а в этом году это уже 2 миллиарда рублей. Понятно, что год культуры тем самым подстегнул определенную необходимость в решении ряда накопившихся вопросов. Хочу сказать, что только из федерального бюджета за это время мы увеличили гранты, поддержку, определенные субсидии с субвенциями до 90 миллионов. А это, извините, в 4,5 раза, чем было раньше на культуру. И, конечно, активность, которая проявлялась и нашими театрами, и коллективами, и всеми теми, кто принимал участие, конечно, она впечатляет. Конечно, очень бы хотелось, чтобы то, что мы заложили, а это еще и модернизация театров, это, к примеру, 75-летие, которое мы провели уже на обновленной сцене Воркутинского, знаменитого, удивительного театра. И буквально в празднике 75-летия, празднования 75-летия Воркуты мы отметили 75-летие этого театра.
создан специальный фильм в преддверии 75-летия этого театра, и Юрген участвовал в создании этого фильма. Это действительно очень здорово. Я посмотрел, мне очень понравились те особенности, которые вот уже те старожилы, которые знали, как и создавался этот театр, да, в каких условиях, они действительно рассказывают. Удивительно, здорово. Надо отметить, что действительно повысился уровень оценки населением предлагаемых услуг в культуре. Это статистика есть такая специальная? Это 85%. Да, это оценка. Ее оценивают. Действительно, есть специальная методика. 85% населения удовлетворены. Надо, конечно, сказать, что это и техническая составляющая, это ремонт, обновление, и одежда сцен, и просто техническое состояние. Да, вот только Лариса Владимировна сегодня говорила по поводу кинотеатра. По поводу кинотеатра. А таких у нас 8 с поддержкой фонда. Да, мы будем продолжать эту работу. И, конечно, это новое прочтение. Вы помните, да, после определенных перестроечных времен, когда появились видео, так сказать, приставки, все бросились, значит, покупать видеокассеты, сказали, что нам теперь кинотеатры не нужны, ушли, так сказать, в индивидуальный просмотр, а все-таки время возвращается, и хочется культуры, хочется совместного просмотра, хочется делиться эмоциями, впечатлениями после фильма. И вот сейчас этот проект у нас активно реализуется. Конечно, много других моментов, которые сегодня нам показывают, что мы действительно сделали достаточно много. Могу сказать, что мы, безусловно, занялись не только материальным положением, да, сферу культуры, но и, конечно, поддержкой наших работников культуры. А это увеличение заработной платы, если быть точным, в 1,6 раза. Это действительно очень существенная прибавка. Я помню мои встречи с сотрудниками отдельных учреждений культуры и вообще с нашим культурным сообществом. Это сельские библиотеки, это ведь сельские не только библиотеки, театры. Да, это и обеспечение соответствующих наших культурных учреждений автотранспортом. Это, конечно, передвижные, современные, знаете, такие модульные комплексы. В частности, один из них в Усть-Куломе начал свою активную деятельность. Автоклуб знаменитый. Это автоклуб, да. Помните, как эти были передвижки в советское время? Они приезжали в удаленные территории. Хочу сказать, что это действительно очень уникальное оборудование. И для нас это очень важно. И, конечно, то, что мы создали в этом году в рамках Года культуры, он, безусловно, перейдет в следующий год, в Год театров. И это удивительно. Почему? Потому что мы же уже серьезно задумываемся над тем, чтобы изменить, наверное, и отреконструировать, изменить облик, отреконструировать наш театр оперы и балета. Тоже требующий соответствующей поддержки. В следующем году 75 миллионов выделяем на проектно-сметную документацию. Это уже точно, Сергей Анатольевич? Абсолютно. То есть попытки-то были, потом говорят, какой-то год отменим. Здесь уже все. Да, в бюджет включили, уже принят бюджет, поэтому эти планы театр оперы и балета уже будет у нас, надеюсь... Ну и, конечно, поддержка гастрольной деятельности. Безусловно, наши лучшие коллективы должны выезжать в районы, показывать лучшее мастерство, соответствующий высокий уровень и, конечно, приобщать наших жителей к высокому искусству. Я знаю, что вы встречались с волонтерами, с молодежью, которые представляют добровольческое движение в нашей республике. Наши волонтеры известны во всей России уже стали. Наши проекты, они сегодня одни из лучших на Северо-Западе. Нас знают в стране. Наши проекты действительно завоевывают призовые места. Буквально недавно мы получили соответствующий приз. 8 миллионов рублей на развитие волонтерского движения. Конечно, наш Доброштаб, известный в стране. Он как одна из ведущих практик сегодня применяется волонтеров другими. Ведь больше стало, Сергей Иванович. Да, две цифры. До прошлого года у нас было 10 тысяч волонтеров. А, извините, в этом году у нас уже 16,5 тысяч. Кстати, о Доброштабе. Вы были инициатором акции «Добрый Новый год». Она в этом году проходит второй раз. Да. Устраивает вас все, Сергей Анатольевич? У нас уже становится традиционным проведение Доброго Нового года. В этом году, я так уже понимаю, что он уже завершен. Вернулись артисты. Есть уже информация, обратная связь и от зрителей благодарных. Конечно, восторг детворы, которые, к сожалению, на этот момент находятся в больницах, в лечебных учреждениях. Мы, конечно, постарались максимально охватить их всех, с ними встретиться, пообщаться. Те же волонтеры участвовали? Те же волонтеры участвовали, безусловно. Конечно, артисты на поезде «Сияние Севера». Конечно, комфортные условия, практически добираются в удаленные территории.
И, безусловно, вот эти незабываемые встречи, это настроение, которое они дарят. И, конечно, все это театрализовано, с костюмами, создает уникальное настроение. В этом году даже, насколько я знаю, все профессиональные театры выехали. Все выехали, как я уже говорил ранее, мы создали такую возможность. Мы, безусловно, внедрили гранты на концертную и на гастрольную деятельность. Да. И здесь, безусловно, это имеет свой результат. И этот Новый год вообще всегда создает вот это настроение в преддверии чуда, в ожидании. Буквально недавно я прочитал в одной газете обращение девочки Тани из Воркуты. И оно меня действительно очень тронуло, потому что Таня очень по-доброму относится к своему городу, с любовью. Пишет о том, кто у нее друзья, как она живет с мамой. И, конечно же, очень много пишет о том, кем бы она хотела стать, о своей мечте, об увлечении фотографией. И, конечно, просит Дедушку Мороза решить ее заветную мечту, получить непосредственно соответствующую камеру и фломастеры, карандаши, краски. И вот, пользуясь случаем, Геннадий Семенович, я хочу воспользоваться случаем и обратиться к ней. Дорогая Танечка, я знаю, что вы живете в Воркуте вдвоем с мамой, что ты большая умница, увлекаешься рисованием, ходишь в школу искусства. И очень хочу, чтобы ты выросла талантливой художницей или фотографом. Под Новый год всегда случаются чудеса. Чудо обязательно произойдет и у тебя, дорогая Танюша. Раз мы перешли уже к теме Нового года, к поздравлениям, пользуясь возможностью, что я сегодня в студии, хочу поздравить всех телезрителей с наступающим Новым годом. Пусть 2019 год подарит счастье и радость, откроет новые возможности, принесет только добрые перемены, успехи, благополучие нашей родной республики и всем ее жителям. Крепкого всем здоровья, взаимопонимания и всего самого доброго вам, дорогие мои, и вашим близким. Сергей Анатольевич, спасибо вам за участие в нашей программе. Я вам тоже желаю в наступающем году всего самого доброго. Пускай сбудутся все желания. Пускай все будет хорошо в нашей родной республике. Спасибо за участие в передаче. Спасибо. Спасибо.